Друзья, всем привет! Вы смотрите Найзадай подкаст, и сегодня мы не в понедельник выходим, а может выходим в понедельник, Понедельник. но снимаем мы не в понедельник, в любом случае, как бы Айгерим не кричала. У нас сегодня новогодний такой формат, подводим итоги всего, что было. Мы сегодня в новом сборе. Нурбек Рыбала, глава Лиги Найза. Ассаламу алейкум. Дидар Сарбас, подкаст. Всем салам алейкум. Сегодня у нас новая темная лошадка на подкасте, молодой специалист. Надеемся, что о нем будем Молодой, слышать. перспективный. Перспективный, да, так как у нас как раз новогодний выпуск, новые имена хочется. Да. Узнать, расскажи о себе. Баршаңызға ассаламу алейкум, Улус ММА, аривидерчи. Аривидерчи. И сегодня со мной Дед Мороз, вот он символизирует новогодний выпуск. Его поставил сюда Айгерим, ее друг. Вот. Итак, давайте... Кстати, еще, да, тоже важное объявление. Сегодня Нурбек с нами ненадолго, потому что у него дела. У него всего 20 минут, да? Да. Поэтому я думаю, что как раз начнем с тебя. Ты глава Лиги Найза. Надо подвести итог того, что было сделано за этот год, какую-то оценку года, в принципе, какие-то яркие моменты. И вот хочется именно твое впечатление, а потом мы тебя как раз отпустим. И Без дальше... остановки 10 минут могу говорить? Конечно, а дальше мы продолжим уже. Всё. Год этот начался в Костанае, февраль. Все видели этот карт, помним, да, там Данилов против Сарлапова. Крутейшее начало года. Почему, во-первых, расскажу. Этот бой вообще ранее он был другой, потом на замену вышел Данилов, насколько я помню. Местный Сарлапов, местная команда, Арлан ММА Костанай на тот момент называлась. Уже популярная стала команда и второй раз участвовала в гран-при командном Дартим. Слеснулись в финале и выиграла команда Дартим. Но с таким, может, грубо говоря, там не с большим преимуществом, но при этом при всем было интересно. Что примечательно было в Костанае, до этого мы еще обсуждали, там Расим очень сильно хорошо отзывался про Костанай, говорил, что и я это заметил, кстати, это мое замечание было. Первые 5 часов турнир начался, все места на трибуне заполнены были. Были заполнены, люди сидели до конца шоу, и с самого начала. Это было круто. Финальное гран-при, был бой между Даниловым и Сарлаповым. Очень крутейший нокаут, очень эпичное завершение финала гран-при, где Дартим там вырвал победу. Был 2-2 счет, да, что-то такое было, да, там. И в принципиальной схватке, я помню, там Али Бадрудинов отличился, Исказиев отличился. Эмоции Эдуарда Бозрова вспомните. Да, эмоции Эдуарда Бозрова. Два брата Шах и Расим. Расим чуть не проиграл, или Шах, или Расим чуть не проиграл вообще там пацану, который местный там вышел, полицейский, короче, он полицейский или там военный, вышел на замену в команде Арлан, и тот начал такую рубку, я помню еще, как бы, ну, не то чтобы мне понравился его бой, мы ему бонус объявили, помните, да, там, до 1 000 000 тенге, кажется, было. И крутой бой получился. Там же у нас стартанул Жек-Пижек, новый проект, новое веяние времени, как говорится, для молодых ребят, и у нас там прошло 2 карта, я помню, крутой бой. Я, к сожалению, в Костанае, может быть, и к лучшему, заболел. Помните, да, там во все дни до турнира я ходил с температурой на стардауне, весь потный. И помню, последний день, когда я болел, это был день турнира. Когда я пришел на турнир, выпил таблетку, я весь промок нереально, там, до ниточки. И мне тогда стало лучше. Но даже учитывая, что я болел, даже учитывая, что, как бы, возможно, у меня там не все я, как бы, ощутил именно в плане позитива, но при этом, при всем, костанайцы очень гостеприимно встретили. Мы там в мороз очень хорошо погудели на турнире, и это было очень такое крутое, хорошее начало года. Потом Ураза, и в мае мы начали с Алматы, Шакишева, помните? Шакишев против Хусейна Адамова за титул. У всех надежда была в Казахстане, что он заберет этот пояс, но не тут-то было. Мастерство уклоняться от атаки и, ну, залеживать, да, грубо говоря, сверху Адамову она была реально на высоте, и Ерлан Шакишев проиграл. В этом бою у нас из апсетов было Ефимов против Усербая, помните, да? Хотели подвести их к бою с персом. Не то чтобы даже бою к персу, Объемов? да, к поясу BMF. Мы даже придумали название, мы его обязательно реализуем, так что следите за нами, где там выиграл там в каких-то секундах, да, забрал бой Ефимов. Ну, очень уверенно. Да, очень уверенно. Даулет Усербаевич очень сильно расстроился, хотя, как бы, будто бы все были уверены, что Даулет выиграет. После чего у нас прошел карт в Караганде.
Вау. Вот когда мы смотрели на бой Сарлапова с Даниловым, все думали, ну, как бы, вот что будет круче в этом году. Произошел бой между Шакишевым и этим, но еще и Ефимов был. Я этот карт прям где-то видел. Хочу вспомнить и другие поединки, которые нас впечатлили, да, на тот момент. Вот он, кстати. Вот. Да, здесь у нас был Аю, здесь был Ширтаев, здесь был как раз-таки вот Хинжау против Гусейнова. Ну и Усербай с этим. Потом происходит Караганда. Дерутся Казбек против Багдата. Вспомните, да, там, блин, шикарнейший поединок. Этот бой реально там, который хочется смотреть и смотреть. После него мы сидели и думали, что может быть круче. После этого произошел Семей. Семей мы собрали тоже, да, там какую-то часть арены. Турнир был до конца под стрелом. Бой сорвался, Стердаун не произошел, вес не согнали, все, 12 часов ночи, я уже думал, все, отменили, и тут мы этот бой вернули, и он произошел, и Тимурлан Сарлапов с Тимуром Серикуло зажгли такой вечер, такой поединок, это была фантастика, в конце они там, осталось 15 минут, не били друг друга, отпустив руки, и тот, и другой, как будто бы устали, но на самом деле это было нечто такое, знаете, как бы благородное, да, великое, обнялись, и мы об этом бою еще много-много говорили, и говорили, что может быть лучше, да, вот так было, да. А реально получился бой года, мне кажется, кстати, Ну, выделять. если сейчас, да, забегать, идти дальше, допустим, после этого был Ахтау, вспомни Нурбека Кабдрахманова против Балгана Жеңсула, вспомни Джахса против Есказиева, я этот карт здесь не вижу, если кто-то его видит, просто подайте мне его, и я как бы вспомню. Вот тогда... Не, это второй бой, последний бой. Произошел поединок, все было шикарно. Поединок, конечно, там была сторона, которая была не согласна с решением, что отдали Нурбеку. Была сторона, которая была согласна, и все это произошло, и как бы мы тогда уже вошли в Китай, нас уже там этот поединок посмотрели там больше 10 миллионов раз, и как бы он стал интересен не только там в пределах СНГ, но это и как бы был вход в Азию, да, грубо. После это был это был Ахтау, после этого произошла Алмата, ADD арена, Жуман Жумабеков против бразильца, шикарнейший поединок. И этот вечер, наверное, запомнился, да, хорошим боем Жумана, но еще и нокаутом, который облетел весь мир, сын Полода Назарова, помнишь, да, там, с вертушки там ушатал, и этот бой мы недавно там смотрели, это было буквально месяц-два назад, его посмотрели чуть ли там не 100-150 миллионов раз по миру, ну, круто залетел, нокаут крутейший, еще до сих пор он как бы везде выходит. Жумана бой был, это его было завершение, тоже мы хотели как бы подвести, но Жуман, да, но Жуман, короче, решил вернуться как терминатор. После чего у нас был Ахтау, Ускимен, Алматы, Ускимен, да? После чего произошел Ускимен. Аманжолов, открытие для меня было Аманжолов, который с Жекпижек, как раз таки вот, ребята, для чего нужен Жекпижек, он в Жекпижеке 2-3 боя обкатался, пришел в наш уже номерной турнир, где с одним хорошим таким качественным узбеком отдрался все 3 раунда, и там были такие моменты, где он разговаривал с ним, перепрыгивал, запрыгивал, ну, то есть шоу было. Ну и, как говорится, апсет Еляман против Казбека Сагына, сломалась рука. Начало было обещающее, такое интересное. Первый раунд прошел, второй раунд рука сломалась. Ну, как бы при этом, при всем у нас определились 2 претендента. Это Заманбеков и Еляман с этим. Какой-то я как будто бы турнир пропустил. После этого Алмата. Опять возвращение Нурбека Кабдрахманова с Балгыном. Жесточайшее противостояние. Тимур Серикуло с бразильцем Пальхарисом. Тоже крутейший бой, да, там. Ну, чуть-чуть скучноватый, конечно. Другая фамилия, не Пальхара же. Пальхарис это с UFC. Да, Линарисом подрался. Ну, конечно, наверное, меньше крутой, чем бой у Нурбека Кабдрахманова, но при этом при всем там 5 раундов всю дистанцию прошел. И вишенка на торте этого вечера — это Бижан против Бигжана, да, Абулкасым. Самый легкий вес в мире. Он есть только у нас. Он есть чемпионы, которые стоят в рейтинге, и топовые бойцы. Это был там Бигжан Ходжалиев, Бижан Ходжалиев, Бигжан Абулкасым, Кайргали Атраузский, Багдад Жубаныш,
был Казбек. Казбек Саган, был этот парень, помнишь, Ноуан Канг с Малайзии, который там первым номером стоял, которого выиграл до этого Бижан Ходжили, потом Багдар Жубаныш. Сейчас Абулкасым в тот вечер совершил историю. В первом же раунде, там, под конец, там оставалось почти 40-30 секунд, он его нокаутировал и забрал победу досрочно. Парень, продавец с базара Артем, телефоны продавал, его встретили, ликовал весь Казахстан, вся Астана, весь базар. Было очень интересно. Он вышел за рамки спортивных событий, начали писать о нем и Тенгри, и Вести, и всякие паблики, которые в Астане находятся, и в Казахстане. Я считаю, что это победа как для него, так и для нас, потому что это соответствует нашим принципам. Парень, как ролевая модель, состоялся, да, там продавал вчера телефоны, но своим усердным, упорным... Сегодня покупает. Да, сегодня усердным, упорным трудом, потом и кровью добился признания, да, как состоялся как чемпион. И последний турнир этого года, завершающий, крутой, Атырау, полная арена, 2000 с чем-то человек, крутые бойцы, 3 титула было изначально запланировано. Из-за того, что Нодир с Узбекистана снялся, мы Алишку не смогли в карт поставить. Также произошла замена, вместо Заманбекова вышел парень с Узбекистана с Заманбековым. Заманбеков становится чемпионом, и Гусаров с России выигрывает забирает титул у моря, не оставляя ни единого шанса. Крутейший вечер, крутейшие эмоции. Везде, во всех городах, где мы были, я в первую очередь благодарю фанатов, благодарю наших партнеров, благодарю администрации городов и областей, которые там поддерживали нас. Всем вам большое спасибо. Мы прям круто погуляли, круто сделали. Мы с любовью это все делали, потому что знали, что и нам, и вам это нужно. Зажглись новые звездочки, появились новые имена, появились новые возможности, и мы будем дальше продолжать все делать, чтобы радовать вас. В целом, я думаю, что все рассказал. Давай быстро пару точных вопросов. Во-первых, оцени год, наверное. Ну, мы провели 9 номерных турниров, 10 турниров по жекпе-жек. Ну, имеется в виду в рамках турнира Найза жекпе-жек. Мы вошли в Пакистан, мы вошли в Бангладеш, мы вошли в Китай. И очень круто вошли. У нас в этом году жекпе-жек состоялся как новый продукт. У нас команда, в этом году я прям ощущал профессионализм команды, которую на протяжении 3-4 лет мы настраивали, и уже пацаны работали, не скажу так, по системе, по процессам, по стратегии, мы работали по культуре. Реально сформировалась очень крутая, очень качественная культура в нашей команде, которая привела нас к определенным успехам. Я считаю, что год... Нельзя его назвать победоносным, прям крутым таким, прям, чтобы там мы стратосферу прорвали, но он очень крутой в плане результатов, стабильных, очень хороших, даже выше. В плане команды, то, что мы окрепли, стали круче, и в этом нам помогла культура, принципы. И в новых... Айгрим шепчет, приложение запустили. Да, приложение запустили, это тоже, да, круто. Ты слышишь, как оно шепчет, да? Конечно. Я что-то не услышал. И в целом когда ты заходишь в другую страну, все по-другому. Это не та страна, которая схожа с нашей. Там не разговаривают на нашем языке, даже на английском не разговаривают. Естественно, тебе очень сложно бывает, но при этом, при всем мы справились, я считаю. Очень крутой вход был. И все-таки по лучшему бою года ты стал со мной спорить, когда я сказал про Серикулы против Сарлапова. А все-таки для тебя лучший бой года какой? А какие критерии, да, у лучшего боя Тот, который года? тебе больше понравился. Ну, Абулкасым с Бижаном, наверное, перебили этот бой, да. Я думаю, что это все... Я сейчас рассказал много боев. Там был поединок. И Аманжолу мне очень сильно понравился. Балгын Нурбек очень сильно понравился. Знаешь, плотный бой, да, плотный. Идет рука до конца. Жумана поединок с бразильцем очень понравился. И
Я же говорил, что когда мы говорили, что это крутой бой у Тимура Серикула и Сарлапова, я всегда говорил, что посмотрим, что будет дальше, да. И дальше настолько ребята радовали. Но эмоциональность, сложность, когда все в одно связано, да, вот именно в проведении этого поединка, это все запомнилось. И вот этот момент, когда они руки опустили там, это эпичность, это такое благородство со стороны бойцов. Крутой бой. Мне больше понравилось, как мы с тобой за день до турнира записали интервью о том, что главный бой не состоится. Потом ты говоришь, подожди. За ночь до турнира. Ты говоришь, подожди секундочку. Не знаю. Я расскажу эту историю. Как бы есть время, даже нету времени, но все равно расскажу. Прошел стирдаун, все, уже вечер, там банкет, туда-сюда, завтра турнир. И я злой прям, пипец там. Злой, знаешь, как бы на ситуацию вообще в целом. Не на кого, а вот на ситуацию. Там тоже наши партнеры, они тоже там ходят. Еркенбек, там, ну, как бы все расстроены, но при этом, при всем, все настроение подбавят. Ладно, так и должно было быть. Теперь мы сидим, короче, и я интервью там Мише говорю, к себе в комнату зашел, интервью, говорю, и смотрю, мне на телефон, вот интервью идет, и сверху сообщение приходит. Кто-то стучится вначале, я не открывал. И теперь, говорит, мы, брат, за дверью стоим. Один из соорганизаторов. Серикула, короче, в силе. Он, типа, согласился. А я Мише говорю, вот так, все, не будет. И он говорит, Миша говорит, я говорю, не все потеряно, возможно, этот бой состоится. И Миша такой на меня смотрит. Ты сейчас серьезно говоришь? Я говорю, Миша, ты в прямом эфире? Он говорит, нет, ты записываешь? Говорю, да. Ну, говорю, смотри, говорю, сейчас вот такая история. Я говорю, я пошел. Он говорит, давай. И так и произошло. Вот так и происходит шедевры, я считаю. И главный турнир, наверное, тоже стоит выделить. Главный турнир. Ну, знаешь, чтобы назвать турнир главным, у тебя должно быть вот какие-то оценки есть, все должно быть, да, там и зрители должны полную собраться. И это, наверное, вот 3 события, которые я бы хотел ярко отметить. Это первое, это, допустим, где и зрители собрались, и кровь была, зрелище было, да, как говорится, и хлеба, и зрелище было. Это Ахтау, это Костанай, это Атырау вчерашний, и это Алмата, да, даже 4 можно турнира отметить, где и зрители были, где и зрелище было, где и по процессам все красиво прошло. Продакшн был крутой, картинка была неплохая, хорошая. Я считаю, что и зрителями... Ну, и это позже вышло за рамки просто спорта, за рамки ММА. И финализируем. 26-й год впереди. Тоже, я думаю, что стоит поделиться планами. Было 9 номерных турниров в этом году. Что будет в 2026 хотя бы в планах? Минимум 10 турниров в планах провести. Минимум 10 турниров, больших номерных, 10 джекпи-жеков. Начать наши гран-при реалити. Командные, еще раз уточнюсь. И запустить баттербол. Это будет реалити. Заново, да? Да. Уже сезонно. Уже сезонно. А гран-при реалити это будет тоже под Гран-при реалити, да, под съемки позже будем показывать. И всех вас хочу поблагодарить. Всю нашу команду. Мы реально потрудились, мы реально постарались. Год был насыщенный, крутой. Мы здесь, если там каждую неделю брать, сколько недель в году, мы столько раз с вами здесь записывали, сколько раз на турнирах работали. Все на достаточно профессиональном уровне. Мы растем, и это главное. И это круто. Я вас хочу поблагодарить за такую сделанную, проделанную вами работу. Вот новый ваш коллега присоединяется. Тоже как бы ему пожелать успехов, удачи и главное там следить за контент-планом, не отставать от контент-плана. Я, думаю, просто, я за твоим временем слежу, вижу, что уже оно подошло. Можем звать Снегурочку. Да. И знаешь, я хотел это как сделать. Вот всем нужно же показать, что мы же не только промоушен, который ивенты проводит, мы не только там люди, которые интервью записывают, мы еще и очень хороший продакшн Найза. Так что смотрите. Красавица, 1 на 1 без перчаток, и мы в таком составе дальше продолжаем. Виктория, раз вы у нас новоприбывшая, поделитесь какими-то эмоциями, итогами года. Да, классно подводить итоги, потому что когда ты проделываешь это упражнение, вспоминаются такие моменты, которые вот в рабочей рутине забываются. И я очень люблю вот эти все номинации: бой года, боец года. И все. Потому что сабмишн я не понимаю.
Ну все тогда, заканчиваем. Вот. Давайте боец года обсудим. Как раз таки о номинациях вот у меня вот мои подписчики вчера вот выделили 2 номинации. Так. Проспект года и нокаут года. Вот как вы Проспект считаете? года. Я знаю 2 человека, и не спорьте со мной. Будем спорить, Это конечно. Дулат Кинизбеков. Он просто ворвался и показал не только, Шляпе что который? можно быть, да, Боевой ботаник. красивым, ярким, зрелищным, но и хорошим бойцом. И это все сочетается. Я прям хочу, чтобы эта звезда выросла в нашей лиге. И второй это Газис Аманжолов, про которого говорил Нурбек. Это звезда из Жекпе-Жек и тоже классный пацан, который я тоже вижу в нем большие перспективы. Спорьте. Я спорить не буду, потому что Дулат это реально такая фигура, образ и феноменальные бои. Давайте вспомним, коллеги, его бой против Ислама Игенова. Бой, вообще он начинал с поражений, но как он вернулся. Тот же самый Ислам Игенов, например, какой бой с Канским закатил просто. Ну, Миш что-то не спорит. Сулы не хватает. Да. Сула бы сейчас сказала, проспект не, года. просто проспект года, реально, вот Дула, да, зовут, вот, он Мне тоже очень кажется, хорошо Дулат. вписывается. А Манжолов, ну, тоже как бы, как проспект года он тоже подходит, но я не знаю, тут вы как будете голосование же делать, да? Да. Я, конечно, я думаю, все будут голосовать за Дулата, потому что у него как-то образ. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Газис тоже яркий. соответствующий. Нет, имеется в виду, он выиграл досрочно. То есть тут такое, да, когда два факта сложить, как бой проводит и как он себя ведет, как бы Дулат немного на весах, он предпочтительнее смотрится, чем Аманжолов. Я тоже так думал. Не получится спора. Давайте тогда боец года. Стопудово будет спор. Вот я, кстати, думала, и у меня нет кандидатуры. Вернее, у меня есть кандидатура, но я уверена, что вы со мной не согласитесь. Мы не согласны. Это Дастана Мангельде. Который- Потому что он А почему защитил же? пояс. Защитил ушел. пояс и ушел в Лигу Октагон. Он красавчик. Нет, нет, а вы это по же вообще каким про критериям Найзу говорят, судите ну боец да. года? Надо боец года судить Защитил по бою. пояс Не-не. и ушел в крутую лигу. Не. Как вариант. Почему нет? Во-первых, он там еще не подрался. Ну, подерется. Ну вот когда Но подерется, пояс же тогда о чём-то защитил. говорить. Ну, много кто защитил пояс за этот год. А хорошо. Кроме Дастана, у меня есть кандидатура. Я считаю, очень ярко себя проявлял. То есть тут no hate к Достану, но просто тут имеется в виду, что Да, хочется бойца года, Яркого? да, вот чтобы вот Есть по такой. бою или там, не Да и знаю, скорее всего Тима хочется, Акула чтобы он молодец. Даже был- если он проиграл, Да нет. он красавчик. Он Кто? проиграл. Тима, ну он все равно классный. Нет, так никто не говорит, что он не классный. Просто мы говорим про бойца года, а не просто классный парень. Ну, Тима классный парень, но И выиграл он но классный. новая пояс будет, забрал. проиграл. на Найзай Awards будет новая рубрика «Классный парень». да, от Вики, мне нравится от Вики, красавчик, классный такой. Просто Тиме симпатичный. респект. И понятное дело, что он очень там прыгнул выше головы, да, и очень сильно развился, занимаясь там с Али, но он проиграл бой Балгын как же бы не Сулы. глупо. Вот знаете, бойцом года тяжело стать. Вот Фани Тяжело Рафиков не стать. даст сорвать. Он согласен с тобой. Ну, я не знаю, Балган. Я вот не знаю, я тоже Балгана не вижу бойцом А года. кого ты видишь? Бигжан Абулхасым. Я, кстати, согласен. Бигжан Абулхасым хорошо подходит. Знаете, вот когда Нурбек только что говорил, что для него бой Бигжана с Бижаном лучше, чем Тимы с Саралаповым, я задумался, потому что для меня бой Тимы с Саралаповым был однозначно бой года, потому что там оппозиция была такая, они друг друга стоили, и сам бой был 5-раундовый, такой на встречных курсах. И когда Нурбек сказал про бой Бигжана с Бижаном, я задумался, но просто как будто бой года лучше отдать Тиме с Саралаповым, а правда. боец года Бигжану, потому что против него реально был топовый соперник, непростой Я бой в согласна. начале, и потом Ну, такой да, в крутой этом нокаут. есть смысл. Знаете, ну, запоминаются же такие эмоциональные моменты. И вот я написала даже у себя пост. Я вижу много, что остается за кадром, но где-то даже это попадает. Знаете, какой был эмоциональный момент, когда вот выход бойцов из-за кулисы за Бигжана,
кто-то из его команды там на плечах заносит, он с поясом, все радуются, он, И он улыбается. Бижан рядом. И рядом идет Бижан и плачет. То есть это был вот такой контраст. Мне в тот момент его стало так жалко, потому что до этого была пресс-конференция, и он приехал с большой командой поддержки. Там ребята из его команды. Они такие веселые, они такие угарные. Они так они были на таком подъеме. И вот, мне кажется, эта эмоциональность, она и после проигрыша, она так сыграла. И помните, эта фотография, где он подошел, и Нурбек его прям обнял так по-отечески. Очень жалко Бигжана, но Бигжан, безусловно, молодец. Да, он достоин звания боец года. Единственный вопросик к весу, хоть, ну, Нурбек и говорит, что только у нас он есть, но вот в этом и проблема, мне кажется, наоборот. То есть он только у нас есть, и поэтому он не особо интересен, этот вес. А вот в UFC сейчас это этот же вес, где Нет. Нет. Ван? Нет. Нет. Это 57. Это Мгм, где мгм. Казбек дрался. Это, получается, с Эсадом. Zero One. Мгм. Перед Ваном идет. Окей. Zero. Просто этот вес даже в UFC сейчас стал прям интересный. Какой этот? Ну, следующий Ван, который. Не 57 Zero. килограмм, да, Да не имеете в стал он, виду? ну, кто Ну, сказал, мне что он стал интересно. интересным? Там сменился чемпион, он тоже вообще А интерес не в этом, в том, что... И много претендентов достойных. Ну, Да не в не этом. сказать, что он прям был супер, стал интересным, но по мне, он хоть... Там какие-то претенденты появились. Да. Там КП, А то этот потом... Пантожа сидел и вообще никакой конкуренции. Дело же не в собственно. Пантоже, это, ну, вес не из-за Пантожи. Не Ну, любят. не зрелищно, ты хочешь сказать? Или почему не интересно? Не знаю, что маленькие пацаны. Ну, реально там любят вот каких-то огромных мужиков там стероидных. Вот они как бы как на картинке круто смотрятся. Вот Когда рефери там в 2 раза больше я бойцов, это согласна. не круто смотрится. Да. Вот, поэтому очень жалко. Там действительно есть хорошие ребята, но Ну, для меня 57 в этом году стал вот именно в UFC, он такой Да, для поинтереснее. меня ну, ты тоже следишь прям. за АСУ, вот, Да, и это, да. ну, это нормально, Но там вот но Иван, КП, какие они интересные. какие? Интересные мужчины. Какие интересные. Ну и Короче, Асуна станет чемпионом в 2026 году. что-то как не Чё-то в уверен конце очень вот так не сказал. уверенно. Я Вика, просто думала, 26 или Вика, 27. если сейчас Асу смотрит, пожалуйста, еще раз скажи нормально. А то что-то... Нет, что станет чемпионом, но в каком году? Потому что все-таки, мне кажется, 26-й год, ну там КП сильный и не знаю. Но 27-й, 27 слабее тоже. Да, кстати, выкатили недавно котировки по чемпионам. Ну, короче, есть разные букмекерские котировки. Есть котировки на то, кто первый станет чемпионом. Не, вообще, А. кто станет чемпионом в 26 году. Мгм. и кто? Я не знаю, кто котировки есть. Ну, На всех котировки бойцов, какие? ну, всех бойцов Ну, берем. у кого на них самый котировки. высокий шанс? Самые высокие шансы как КП. раз у КП, да, по-моему, или даже у Пантожи, что вернет он титул, М. высокие шансы. У АСУ там, по-моему, КЭФ типа 8, вот что-то такое. Это высокий или Это, нет? ну, это типа, что Это вероятность значит, что небольшая. маловероятно. Да. Да. Вот. Там прям... Ну, то есть у него не худшие точно варианты, но прям по котировкам в него не очень верят. Но опять же, там то, что коэффициент большой, не значит, что такое не случится. Ну Вот. да, объективно там он не первый, не во второй сейчас в очереди. Думаю, ну, Сейчас вот Но он подерется с будет с Морено. 4-м номером драться, Да, уже посмотрим. очень Да. близко. Ну, просто Морен только что проиграл и так, вот Тайре, поэтому сейчас там... То есть Тайр в любом случае уже обогнал. Вот есть КП, который тоже впереди. Есть Пантожи, который обещает тоже вернуться, уже тренируется. Поэтому да, как Уже бы непонятно. тренируются? Ему Да. не делали операцию? Делали, но он тренируется с гипсом. да. Он сказал, с одной рукой выйду. А вот при раскладе, если Асу победит Морена, вот дальше какой может быть сценарий? Ну, еще кто-то, потому что Тайра только что победил Ему не Морена. дадут потом Морен только что чемпионство? он на поражение уже идет, Морена. Там еще одна, как минимум, победа нужна будет. Есть Мгм. Харигучи еще, то есть, ну, там прям Да, жестких да. типов хватает, и да, еще, наверное, одна победа нужна будет Асу. Мгм. А с другой стороны, может быть, там на каком-нибудь коротком предложат, и вот Мгм. он выскочит, тогда есть вариант. Но именно по логике UFC, наверное, такого на данный момент нет предложения после Морена. Ну, действительно, как будто КП сейчас такой очень прущий, ультимативный боец. Вот мне кажется, Мгм. вот и то ли он так вырос, то ли он себя так дрался, и я не знаю, как его Макаев выиграл. Борьбой выиграл. Он у него на борьбе ломается. То есть он хороший очень ударник, с ним нельзя, типа, в стойке размениваться. А в борьбе его можно побеждать, его Как, побеждают. типа, как он Рой Волос снес буквально в самом начале, и даже не знаю, вот что Ван ему ну, что может он ему противопоставить, я не знаю, только молодость, просто Ван же особо-то и не борется. Руку можешь сломать. Ну, почему нет? Конечно. Мы же смотрели бой с КП. И это будет, как это, единственный чемпион, который 2 раза выиграл с сломанной рукой.
А если вот говорить о таком прогнозе букмекеров, что они говорят о весе, где Шавкат Рахмонов? Кто там будет Есть тоже, я, чемпионом? честно сказать, не помню. Сейчас я просто вот последний смотрел 57. Можем посмотреть, М. вот, если не лень. А твой какой прогноз? Кто станет чемпионом в 26 году? Не знаю, мне кажется, что сейчас очень сложно кому-то победить Ислама. То, что Мгм. он показал против Маделены, вот, ну, доминацию в борьбе настолько высокую. Вот. И плюс еще ребята, которые как раз стоят рядом с ним, все ударники практически. Это, ну, и Шавкат тоже, он все-таки все равно как бы больше на ударку полагается. И Мораес, это чисто ударник. И Иэн Мачадо Гэри, в целом это ММАшник, но тоже человек, который опирается на ударную технику. И как будто бы вот, если бы борцы были бы, то было бы, мне кажется, Исламу сложнее, а с ударниками именно А такими давайте быстро обсудим, вот. просто очень интересно ваше мнение. Мы говорили боец года в Найзе, а боец года в UFC кто для вас? Я сразу скажу, для меня Мираб Давалишвили. Нет, точно. Да. Что думаешь? Он, если бы выиграл, он был бы Да, бойцом. Ну, все конечно. равно, даже Не, что несмотря значит на несмотря? это. Все, у тебя есть поражение, ты уже не можешь Нет. претендовать на Причем боец года. какое? Не просто там Не на случайно тоненького. нокаут там, да, Да, какой-то. не на тоненького. Ну, Перебили жестко. 4 Деклассировали. раза Да. за Он год сам на это выйти, И согласился. что? молодец. Ты вышел, все, ты готов. То есть нет Да. такого оправдания, что типа 4. Все, как Я бы, за Мираба. А ты за кого? дай сказать молодому человеку. Извините. Лично, по моему мнению, я думаю, боец года Джош Ован, не знаю, лично, ну, как бы ни говорили, да, вот история вот с травмой Пантожи. Я думаю, Джош Ован, потому что в силу своей молодости, наверное, да, взлететь, и я даже не представляю, какие у него эмоции сейчас. Что думаете? Джошуа не дотягивает до бойца года, мне кажется. Потому что, ну, тут тоже там все от боя, да, как он завоевал титул, да, базара нет, он красавчик, что выиграл, но там он выиграл не потому, что он крутой боец, он выиграл, потому что неудачно руку поставил Пантожа. Но это не отнимает его заслуг, да. И, к примеру, я хочу поставить еще там подумать про Ислама Махачева, что он тоже боец года. Ну Но да. тоже как-то смазано, да, он 2 боя провел, и сколько, 3 Не, ну боя. как смазано? Так-то вообще не Если бы он смазано. подрался с Царукяном, мне кажется, он был бы Не-не, ну бойцом тут это года. тоже не его вина. Причем Ну, А зачем ему согласна, драться да. с Суркяном, если он перешел на весовой выше и забрал пояс там? Типа по всем регалиям этого года, да, Ислам должен, да, стать Ну, Тапури еще есть, типа, есть Тапури, Тапури Ислам, что-то и уже давно есть, не... неважно, ну, вот, типа, это люди, которые перешли, типа, в новую весовую Да, категорию, и Перейра, и завоевали забрали титул. титул. Вот это круто. Ну, как бы, это действительно достижение. А то, что ты проиграл в конце года, это не достижение. Ну, это, типа, все перечеркивает. Тоже, если Тимур, например, бы выиграл бы Серикулы, защитил бы свой пояс, тогда можно было бы говорить, что, типа, он, ну, там, номинант там, на бойца года. Но когда ты проигрываешь, я не знаю, мне кажется, это прям перечеркивает Ну, твои все достижения. равно Тима молодец. Да, кто говорит, что он не молодец? Не, он красавчик. Я, Мне кажется, в я этом году вообще на новый уровень вышел. В плане вообще, медийки, да. да, в плане каких-то, может, спортивных Как он достижений. собран, он как-то повзрослел, стал такой серьезный. Я согласна, что это не критерий для бойца года, но вот просто тот рост, который мы видим, это очень классно. На самом деле я хотел бы высказаться по поводу функционалки Тимура, потому что вот именно в бою с Майки Линаресом его именно подвела функционалка. Да, после второго раунда Да, да, что-то да. Как я знаю, случилось. он базовый боксер, и я думаю, что ему нужно было работать в стойке, но я думаю, что над функционалкой стоит поработать Тимуру. Давай, говори. Да, не знаю, ну, типа, просто какие-то такие вещи, все, сейчас он послушает, Тимур, и будет работать функционалка. Нет, там как бы не в функционалке же дело, а просто в том, что он делает там не свою работу. И в целом боксер, когда начинает бороться, типа, он устает. Это всегда будет, как ты не будешь работать над функционалкой. Вот, ну, может быть, не так, не знаю, там, поел до этого, не знаю, не так вес согнал. Как Нет, на бы. самом деле Тимур хорошо раскрывается в стойке. Но я вот думаю, вот именно после третьего раунда, когда вот... Я помню, был момент, когда вот именно в поединке, не знаю, коллеги заметили это, он как-то руку вот так вот, как-то у него вот... Заметили Виктория, как он руку вот так постоянно держал, Мне у него кажется, это так... какой-то Какой-то нервное, тик, что ли. да, как будто вот у Диара Нургажая, по-моему, то же самое, вот он бьется, и у него этот тик. Или Дастин Порье шорты поднимает, например. Вот. Да, это, кажется, уже стало обычной темой у бойцов. Ну, типа, не, тик и тик, так он устал. Почему тик? Ну, то есть он просто устал. Ну, он уже ничего не делал. Выживал в бою. И вот у него прикольно, что есть вот этот вот инстинкт выживания всегда. Он до последнего в бою находится, Мгм. но как бы, а тик-то как на функционалку влияет?
А если говорить бой года в UFC, ты какой бой отметишь? Да блин, тут думать не надо. Петр Ян против Ну, Двалишвили. это не, знаешь как? Это просто тоже думать надо, потому что это, типа, очень легко сказать последнее Последний бой, впечатление. согласен, но все Но Яркие это равно... эмоции неправильно, еще. мне кажется. То есть, не Петр, знаю, тот же, безусловно, возвращение года, какой-то камбэк такой не знаю, сумасшедший. тот же Прохаска против Да, Халила Прохаска. Раунтри, Мощно. как бы офигенный бой. Он именно, знаешь, вообще драматичный, Мгм. кровавый. Именно если говорить про какую-то драму, то есть Петр Ян, ну, просто он, типа, деклассировал Мираба, а именно, знаешь, драма, сложно сказать, была там или нет. Да была, конечно, в бою с Петром. Ну, не знаю, вот не знаю, с Халил Потому что Раунтри. это же реванш. Может быть, я про то, что, типа, уже было понятно после первого раунда, что все вот так вот все идет. Просто он, типа, во всем лучше Петр. То есть там, ну, не знаю, можно что-то отдать, что-то почему-то. Не знаю. Короче, Камера нет, с это тобой не хороший бой, согласна. это точно хороший бой, но я не знаю, типа, именно лучший. Может, он лучший титульный, может быть, ну, не знаю, вот просто если я начинаю вспоминать, что, типа, вот меня так поразило. А Мгм. если вот еще, ладно, хорошо, Раундри против Прохаски, а еще какой бой есть? Такой прям. Блин, конечно, Который ты сейчас это надо запомнил. архив Ну сейчас да, вот подмать, но прикольный, это нокаут. А, Топуря в этом году дрался? Топури. Один бой в этом году он провел, против Оливейры. да. Не Ислам? знаю, вот я сейчас говорю так, да, вот сказать. Ну, Ислама он просто тоже там деклассировал. Ну да. Хамзат тоже вот Да, супер вот, декласс был, да, типа от супер Хамзата. декласс был, да. Там, не знаю, и причем, типа, сильного соперника, который Мгм. всех до этого проходил. Сложно, вот я говорю, что-то одно такое выбрать. Вот Ну, вот, плюс просто боя Петра, то, что он был в конце, и он Да, такой да, что он, типа, запоминающийся, да, запомнился. что эти эмоции еще свежи, и И для там еще обоих такой такой важный апсет бой был. был. Ну, Да. и у них, да, типа, уже есть история реванш. Да. Да, это как бы... Он 100% прикольный, просто я говорю именно... Я вспоминаю свои именно по бою смотреть, не по предыстории. Хотя ее, наверное, надо брать. То раунд 3 Прохаска мне очень понравился тоже. Вот. Ну, не знаю, тут сложно очень. Там было больше раундов, жалко. А Просто- UFC официально подводит такие Да. и Да, выводит, да? Интересно. Да, на официальной странице UFC уже они потихоньку уже подводят. Я вот просто не знаю, как можно Топурии давать боец года. Конечно, сейчас будут хейтеры Потому что налетят. он развелся. Ну даже я Не. уже не затопую. Ну вот так. Открылись глаза у Виктория. Виктории, открылись. Виктория. А зачем А разводился? откуда новый айфончик? Нет, я к тому, что... Вот она, разлучительница. Нет. это не Разлучница. Как сказать, вот типа боец уже открыто говорит, все, я ухожу. Конечно, его заслуги не Из перечеркивают. веса, он сказал. Из ММА. Я типа Нет. еще пару Кто? боев, и типа я Илья? уйду в Да бокс. все так говорят. Все Они так- же себе, типа, он же, типа, идет по стопам Конора Макгрегора, то же самое, типа. А. Тот подрался с Флойдом, этот хоть... Извините, я в этот раз... Он даже в этом идет по его Да, стопам? конечно. Да, он вообще, типа, копирует прям ролевую модель. Они сейчас с Мирабом же это тренят в Туся, да, Испании. это жену ищет, видел я. Вместе двигаются. Блин, ну я не знаю, просто по мне Топурия не тянет на бойца года, Ну, даже... я- Слушай, без поражений, 2 пояса, такого вообще нету, типа. И при этом ты не знаешь дальше, с кем он дерется, пояс Ну, в любом случае, оставил. то есть он точно дерется, ну, с кем-то Точно за дерется. титул. Ну, ну вот, я как бы, вот ты не знаешь, брать ли его предысторию, да, а я не знаю, как относиться к нему, когда я уже знаю, что он оставил пояс, за временный пояс буду драться, что он выбирает себе соперников, думает, как ему Не, лучше. он чемпион, ну и нормально, что Он он... позже оставил. Или оставит, или причем Да видишь, паузу пока взял. не... Ну, у него очень семейные, типа, дрязги. Не знаю, я к тому, что, ну, он точно, типа, это глупо отрицать, что он чемпион в 2 Да, весах, и не и не отрицаю, не побежденный. отрицаю. Еще и в чемпионских боях вырубил. Но если ты выберешь Но- между Исламом и Ильей, вот если Я не бы знаю. боец года. Просто вот у Ильи в чем прикол, что он вырубил 2 пацанов из Pound for Pound, вот, причем, ну, крутых. Волконовский, Кого? А, Волконовский он Волконовский. вырубил, и вырубил Чарльза Оливейру. Это 2, типа, супер крутых было бойца. Окей, что они были там, может быть, не на самом пике, но, как бы, это факт. Ислам победил Маделену, хорошего, но Мгм. Маделена все равно, как бы, он тоже только забрал пояс, то есть он не был там доминирующим чемпионом каким-то. Он у Белала, как бы, Да на и спаре Белала бы, забрал. если бы он выиграл, Белал тоже не был бы Я про это и доминирующим говорю, а чемпионом. все-таки вот Топури выиграл и Волконовский, и Оливейру. Это И как ты бы бы крутые. голосовал за Я Топурию? не знаю, надо вот прям Я посидеть, предлагаю, подумать. пусть подписчики напишут Ну да, свои да, варианты. 100%. Вот я лично думаю, что Ислам больше подходит на боец года. Во-первых, там дивизион убийц. Реально, вот Ну, сейчас щас кого вообще не мощь, возьми, да. там просто какая-то Да. машина. Конечно, Самый, если кажется, Ислам как будто бы выберет конкурент. если, конечно, Ислам выберет Усмана на первую защиту, я очень сильно Выбрать он разочаруюсь. его уже выбрал, просто, ну, я думаю, UFC, надеюсь, UFC не дадут, потому что Я это будет тоже надеюсь, что не неправильно. дадут, потому что, ну, блин, когда А там почему он есть... его выбрал? Самый легкий?
Ну да, старый, Не то чтобы самый легкий, они это преподносят так, что он типа самая крутая фигура в этом 7-7, он бывший чемпион, у него там столько защит, там он Был все еще долго там первым может. номером Pound for Pound Да. в свое время. То есть они как-то красиво преподносят вот эту вот фигуру. Ну, то же самое, когда Шавкатом общался, Шавкат же сказал, что, типа, я готов вернуться, если мне дадут Усмана, типа, хоть в феврале. Но если кого-то другого, я позже вернусь. Потому что, ну, как бы он уже понимает, что к Усману можно там сильно не готовиться. Может быть, тоже это там опрометчиво, потому что тот же Бакли, как бы, ну, отлетел от Усмана. Да. Вот. Но при этом, не Там еще знаю. Моралес, мне кажется, такой, да? Да там много. Может Нет, 7-7 представлять хороший вес. угрозу. Я говорю, сейчас кого не возьми, 105, Но любой там чемпион может ударники. стать. Ну, там ударники. Как бы тоже. Итак, у нас 3 претендента. Мераб, Мираба Илья нету. Нет, и... Мираб, все. Ну, это Его мой нет. претендент, я могу его ваш. Ты говоришь, у озвучить? нас. Да у вас Ну, есть. у нас за столом. Джошуа Ван. Вот. А, да, кстати. У вас нет? У Мираб, вас есть Джошуа Ван и Ислам и Мираб, Илья. а у нас есть 4. Тапурия Джошуа Ван и Мираб, и Тапурия и Махачев. Да, друзья, Так, напишите в нам надо комментариях. как-то реабилитироваться. Напишите в комментариях, кого выберете вы. Тогда выбирайте сабмишн года, мы нокаут года выберем. Я вообще не понимаю, сабмишн чем от болевого отличается. Это есть. Это друзья. перевод на английский. Болевой — это сабмишн. О, вот это... Нет, есть же удушение, Давайте есть, когда Еще тянут выберем какую-нибудь пятку, нокаут и что-нибудь там. кнокаут. Нокаут я И знаю. кнокаут. А Кнокаут. чем технический нокаут от нокаута отличается, это я уже не знаю. Нокаут и кнокаут. Технический нокаут — это когда вмешивается рефери, а нокаут — это когда он не Просто. успевает вмешиваться. Да, Да. типа на глушняк, типа, и когда рефери Вот в UFC останавливает. есть один боец, который постоянно один и тот же прием делает. Скручивание пятки или как? Вальтер Уокер. Бразилец. Уокер, Бразилец. да. Это брат Джонни Уокер. Я знаю. И? Вот К чему вы это сказали? хотела блеснуть знанием. Понятно. Окей, А мы даже в Найзе не выбрали нокаут. А кстати, я спросил же. давай. вас И в чате. кто сказал? Твои подписчики Ладно, я кого? скажу свое Мгм. мнение, да. Бекжан Абелькасым Ходжалиев, мое мнение. В Чужой. целом. Ну, честно, потому что, типа, чемпионский бой, наверное. Я вот вспоминаю, какие еще были нокауты. Прикольный был нокаут как раз Саралапов против Данилова. Вот, Да, точно. Там точно. Сарлапов шансов не оставил. Ну, этот вот что-что, в Найзе Данилов умеет нокауты А помните, вот ходить. на этом вактауском карде, я не помню, к сожалению, фамилию бойца, прям за 3 секунды нокаутировал. Где? Или за 8. Где? Или за 7 минут и 8 секунд. Вот каком? на последнем турнире. Я не помню. Вышел и сразу, еще у него был такой стердаун, типа, я тебя вырублю, Да, 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 или да. я тебя съем, типа, в первом или во втором Да. раунде он выходит и с первого удара падает, да? Да. Сейчас я покажу. Надо было смотреть, Мишенька, весь турнир. Надо было. А Окей. теперь кто это, кто Ну, я это? видел этот нокаут, Нет, он это же вышел это не быстро в- Да. Это Вика нокаутировал. сказала на этом. На этом Последнем, Вактау. на Ой, последнем. не Вактау. Ватрау. Ватрау, Ватрау. господи, мне уже всегда А запуталась в Мишеньку, городах. Мишеньку обижает. Я вот не знаю, кто это. Вот со спины, если мне покажете этого пацана, я узнаю. Да. Так, Чтоб- это татуировка дракона? или? Да нет. Вот где-то вот здесь он был. Самое смешное интервью года. Это видели, когда китаец тоже в этом турнире А, вышел? да. Так эмоционально начал кричать что-то. Я не Прыгать. согласен. А какое? Мне понравилась пресс-конференция, где пацан говорит, типа, про гей-план. Ну, он просто говорил. Ну, а здесь китаец, может быть, А тоже. как вам боец года, если так вот пофантазировать, если взять, он не чемпион, он не это, но если взять Джакса? Красавчик. В А плане... сколько у него побед? Он на очень неделе? Две, по-моему, или три медийно победы. классно работает. Насчет Джакса я сказал бы то, что вот у него 2 победы над проспектами. Вот Мирбек Исказиев, да, если не ошибаюсь. Да. Вот его была победа. И вот в Атравском турнире он Да. Ильжана Гасанова деклассировал просто, я Да, считаю. что с Гасановым случилось? Он прям... Сейчас не лучший год для Табета. Да. Вот реально одна из моих любимых команд, Да, потому мне что там тоже не все-таки очень нравятся пацаны, все говорю, ребята. бродяги, прикольные, что Мгм. они... Но что-то у них случилось, очень жалко, потому что реально и с Диасом я в очень хороших отношениях. Ну, как бы глупо отрицать вот очевидное, что чего-то не то происходит. И ты знаешь, приехал же с Ельжаном Алик Абдулла и Султанбек. Мгм. Султан Жолдашбек. Жолдашбек, да. И почему-то я думала, что пойдет лучше этот бой. И Ильжан так был настроен, но что-то прям совсем, да, не получилось у него. К
К сожалению, мы желаем ребятам из Тубета, мы правда к вам очень хорошо относимся, возвращайтесь сильнее. Просто если еще брать вот Жакса, что он раскручивает свой Молодцы. бой за титул, да. Вот там Как еще будто бы, как да. бойца с Курбанов. вот Курбанов там, у них какая-то словесная перепалка с Курбановым, и то есть Курбанов, кстати, вот, если говорить про кого-то, кто реально ворвался, Курбанов сделал, по-моему, стирдаун и перепалки со всеми вообще. да, Чемпионами и тоже едиными почему нет, бойцами. да? Да-да, молодец, пацан. Да. Даже с Алибаговым успел зацепиться. То есть, Ну, там он, да, по-моему, не ожидал, что так зацепится. медиабоец, может, Да. медиабоец года Курбанов. Но будет он драться в итоге или нет? Ну, это Или Это уже не просто- важно. Это уже 26-й год. Да, это 26-й год. Согласна. Ну вот знаете, у нас впервые чемпион из Бразилии. Как вы оцениваете Майкла Линариса? Повезло или заслужил? Я уверен, повезло. Повезло? А он и дальше сказал, что все, я спускаюсь в весовую нишу и тоже не будет. уже Я драться. думаю, Что что думаешь? Тимур бы выиграл бы его. На самом деле, Тимур, я думаю, хороший сбор прошел с Алибаговым. И я думаю, вообще мы все болели за Тимура. Конечно. Тимур, не подумай ничего. Мы ничего плохого не хотим сказать, но мы все верили в тебя. Но Майка, честно, удивил. Ну, честно, меня нет. Я говорю, мне не понравилось, как Тимур выступил. То есть, ну, мне кажется, что типа не Майк был сильный в этот вечер, а Тимур Да, плохой да. был. А что случилось, вот Я не по-твоему? знаю, Ты с ним да, не всё, что- разговаривал? Вот Такие так, крутые всё сборы с устал, Алибаговым, да. устал. Ну вот, я говорю, я это на прошлом подкасте выражал это мнение. Мне Мгм. кажется, что Тима просто перетренировался. Он М. очень давно, он участвовал в подготовке Алибагова, потом сам тренировал, сам подводился. И все равно организм, наверное, он тоже, у него запасы М. такие не безграничные. И когда нужно было уже готовиться на свой бой, он уже был, наверное, не на пределе, а этот предел уже уходил вниз. И мне кажется, вот в этот момент он дрался с этим Линаресом уже на спаде своих каких-то физических кондиций. Просто ММА еще такая штука, что на самом деле какой-то маленький момент может испортить вообще Мгм. все. То есть я говорю, ты там неправильно что-нибудь съел, не знаю, тебя там тошнит, ты не набрал правильный вес Мгм. там за день до боя. Он же потом сказал, я типа болел 3 дня, у меня температура М. 40 была. То есть столько всяких моментов. В любом случае, ты как бы вышел, ты готов, но если начинать анализировать поражение, то очень много от подготовки реально зависит. Вот, ну, Даже Данеш Алай говорил то, что нужно было работать в стойке. ну, конечно, ну, как бы... Да, сейчас-то Да. постфактум. Да, постфактум может что Постфактум, угодно говорить, да. реально. При том, что реально первые 2 раунда там был тоже декласс от Тимура, и я Да. первые 2 раунда смотрю и типа думаю, ладно, окей. А потом раз, все. Да. Щелчок, После и второго всё. раунда как будто другой Тимур Я вышел. вообще, я ждал, думал, сейчас будет типа сабмишн или досрочная победа от Тимура, но там, видимо, чуть-чуть крепким оказался бразилец. Мгм. Сейчас теперь бразилец с поясом ходит довольный. Еще Да. бой классный был вот в этом году Море против Ой, Чошамбиева. да, согласна. Такой прям кровавый, на встречных Тогда Море курсах. прям вот четко отработал, да. И Азиз Хан, несмотря на то, что он поп-ММАщик, как бы, но бой был, мне кажется, прям достойный. Вот такой если честно, сейчас мы уровень говорим хороший. поп ММА. Сейчас, блин, поп ММА Ну, хотя уровнем да. чуть-чуть вырос, как будто. Это раньше поп ММА А вот... просто мало турниров в самом по ПМ, они поэтому уходят и как-то Да, абсорбируются да, в да, ММА и может быть. лигах. То есть хардкор закрыт уже, в целом тот же здесь Намад, ну, не закрыт, но на паузе Да, да. Мгм. стоит там. Рух, они чисто уже Все там уже чисто сфокусировались медиа. на толстяках, там, да, и на каких-то там таких ребятах-актерах. Ну, медиа, они больше в медиа ушли. Да, поэтому просто именно особо по помашникам и негде выступать. Да, реально Поэтому они негде. пытаются сейчас, ну, как-то деньги зарабатывать. Потому что... Я просто почему говорю, что уровень поп ММА вырос. Как-то что-то мне в ТикТок скроллил и наткнулся на первый бой Никархо. Там просто, что если бы я сейчас на А нынешнем... по ММА или по кулачке? По кулачке. То есть если бы я увидел нынешнего Никархо, и мне бы кто-нибудь сказал, что он так дрался когда-то, ну... Я думал, что скажешь, если бы я бы сейчас вышел против него, я Не-не. бы убил. И то есть его там жестко вырубили, и у него вообще там техники нет. А вот сейчас какой он, ну, типа, крутой боец, и как бы уровень по ПМ, он в целом как бы вырос уже. Да. И, ну, хотя еще и Чошамбиев, он такой старый волк в этой теме, давно варится. И как бы, хоть и по ПМ боец, но у него уровень такой неплохой. Да, был Но он и в очень, ММА тоже дрался, он очень же дрался и хороший в был. Fight Nights тоже в свое время. То есть Да, нельзя его да. назвать чистым там поп-ММАщиком. А знаете, какой самый для меня ожидаемый бой 2026 года? В Найзе. Мгм. Кто-то красивый против доброго? Кого-то или- Да, некрасиво. Жуман против мотиватора. Как они вышли и
Вот хочется прям посмотреть этот бой. И мне даже писали люди, которые максимально далеки от ММА, мы хотим билеты на этот бой. Что думаете? Я думаю, что будет sold-out вообще, потому что, ну, мотиватор, как он себя называет, главный трэш-токер страны, и я думаю, что арена заполнится и будет ажиотаж. Я не знаю, я не хочу. Судя Я по лицу тоже, да, я Миши. тоже. Если честно, ну, прикольно было там первый раз, когда мотиватор что-то делал, а когда каждый раз все одинаковое, уже там 30 Не, а ты одинаковых, хочешь посмотреть именно сам нет, бой, не нет. трэш-ток? Ну, Почему? потому что Жуман профессиональный боец, а мотиватор, ну, он А он как Он боец. молодец, вот, да, как ты любишь говорить, он реально молодец, как боец, у него реально очень много поражений же, я не Мгм. знаю, он кого-то побеждал. Я просто, ну, к нему реально хорошо отношусь, что он смог себя переизобрести, вернуться, Да. зарабатывать сейчас деньги, Норбек? да. Ну, то есть молодец, еще ему 40 лет же, по-моему. То Да. есть это очень клевая история. Но если говорить про бои, то нет, ну, Жуман уровень намного выше, Так я так профессиональный. понял, Норбек же говорит, сделайте бой по А, еще и кулачке. по кулачке, это, блин, Найзак, М. какая кулачка. Ну, были же прецеденты. Ну да, ну, если это ММА, то вообще В ММА шансов, я думаю, у это мотиватора тоже. намного Ну и меньше, по чем... боксу я тоже, честно сказать, не вижу шансов, потому что он... Просто, во-первых, я с обоими хорошо общаюсь, и как бы и с Жуманом, и с Ануарбеком. И этот бой чисто, допустим, для меня, он такой, типа, несмотрибельный. Я его не буду смотреть, если они будут Почему? драться. Ну, я Будешь с обоими... переживать? Да, я с обоими в М. хороших отношениях, да. И я помню даже, когда Ануарбек ко мне на подкаст приезжал, его Жуман привозил. А, Типа, да? да, и как бы они тогда хорошо общались. И потом я спрашиваю, а как так вообще? Ну, он говорит, ну вот так получилось. Да они, мне кажется, сейчас хорошо общаются, нет? Это в стиле Куата против Нурбергена Нурбергена Шарипова, Ну, да. может быть. Ну, просто вот насколько хорошо Нурбек разогревает этот бой, прям Мгм. прилетел в атрау, Да. стейрдаун, в костюмчике, да, Да, да. соцсети. Но я просто помню, недавно сторис было, Нурбек говорил, если мне сейчас контракт не вышлите, потом сумма будет расти. Я не знаю, там, что, Жандарбек отправил контракт в итоге или нет. То есть, мне кажется, это вопрос к матчмейкерам. И еще И знаете, про какой бой мы не поговорили? Про нашего друга. Да мы Фаниль. много про Какой какое. молодец. Мы много про какие бои еще не Фаниль. Ты поговорили. просто вообще. Вот самый ожидаемый бой года еще плюс Честно, один. бой Фаниля мне не Ожидаемый понравился с кем? вообще. Ну, с Андреем кем он в полуфинал Гончаровым? выйдет, да, с Гончаровым. Да, давайте про хороший бой. прошлый поединок Да, поговорим. конечно, ну надо... Вообще, Кошен Аканов вообще тоже сейчас Да, вырубил в Брейве. в Брейве пацана. Куат Хамитов выиграл, Дамир В Смагулов ногу ACBJJ. сломал. Да мы много про что как бы не Ну, поговорили. просто Фаниль наш брат. Мы про итоги же года, да. Ну, давайте поговорим про прошедший турнир, может, тоже поговорить. Окей, Фаниль. Фаниль. Подожди, тебя, конечно, не слышали. Фаниль. Фаниль. Честно, бой Фаниля меня не впечатлил вообще. Почему? Вообще не понравился мне. Вообще ни о чем было. всё. Выходи. Не будем нарушать традиции. Да. А если быть честным, Фаниль молодец, классно Сула, выступил. переодевайтесь. Здесь всегда Сула сидит и хейтит Вот эта аура, Фаниля. кажется, да, Да, вот да, здесь, на да, тебя походу. Ну-ну-ну. распространилась. Не, я вот как близкий его скажу, что ну, бой не очень провел он, если честно. То есть ударка отличная, но он реально забыл, как бороться. Меня это удивило. При том, что он сколько раз говорил, что меня там заборят, но Фаниль забыл, как бороться. Из-за, мне кажется, боксерских поединков реально у него вот есть такая тема. Хорошо, что у него очень, ну, работал круто бокс в Но этом. он же в Осетии проводил сборы, боролся Ну там. вот, я не знаю, ты бой смотрел? Да. Блин, его переводил парень, причем, ну, достаточно просто. За счет силы, что ли, я не знаю, то есть не за счет техники, который там Ух, просто... получит он от Эдуарда за это. Вот я немножко удивился, то есть он реально забыл о борьбе, ну, при этом, как бы, да, уверенно победил, но
хочется, чтобы там к реваншу с Андреем Гончаровым он вспомнил тоже о борьбе, потому что с Гончаровым рубиться — это плохая затея. Вот, поэтому не могу там оценить на 5 его бой. Ну, главное, конечно, победа для него и то, что мы увидим реванш с Андреем, но именно прям типа оценивать как крутой бой нет. То есть у него была возможность, во-первых, финишировать в первом раунде, Да, да. он ее Да, не это как вообще реализовал. выставил, я вообще в Мгм. шоке. Несколько раз его перевернули, я вот тоже с этого удивился, потому что он Мгм. не должен был вообще отдавать такие там позиции. Я за него реально там пару моментов такой думаю, блин, как отдавал там, он отдал, на него сели еще сверху. Мгм. Короче, очень опасные были какие-то позиции, которые не должны были быть у Фаниля, и вот Фаниль там времен Наримана Абасова боя, он такое не позволял, а сейчас как-то вот, не знаю. Может быть, и Купер был хороший, с другой стороны, Купер смоешь рекорд там не самый лучший, Может, будем он честны. недооценил его? Может быть, и так. Но я думаю так, что, во-первых, это возвращение после долгого простоя именно в ММА, да, как бы, я думаю, можно сделать скидку на это. Ну и соперник его такой тоже крепкий. Я говорю, я в шоке, как он хайкик съел, добивание съел, еще встал и перевел. Я вообще в шоке, блин, это что за камень? Такое, мне кажется, он удивил. Ну, не кажется, меня он точно удивил, Да, именно да, соперник. я думал тоже, что вышел, типа, чисто отработать Отработать надо. Я, честно контракт. сказать, был уверен, что он и не будет боя, потому что Купер выступал там предпоследние бои 84, а сейчас Что, не 70. сгонит? Ну да, что типа он просто приедет, я не знаю, Так еще вес посмотреть Москву. согнал. Да, да, офигеть. Причем он А все хорошо миллион выглядел. долларов Ну. хотят, что вы думаете? Там 200 тысяч, там не Ну, миллион. тоже копеечка. Нифига Он себе же, копеечка. Рэй Купер 2 Вот раза забирал копейки у вас, миллион между в прочим. PFL. Ну вот следующий бой Фаниля, вот это вот Да, это ожидаемо клево, действительно клево. с Гончаровым, и у них еще такой Что-то стардаун. там какой-то уже пошел, да? Фаниль вообще Напряг. тоже, ну, это как бы, возможно, тайна, ну, наша с ним, но я ее раскрою. Реально, он этот бой очень давно ждет. С Он, Гончаровым? да, это для него самый важный, вообще там какая-то такая самая А у важная него идея. личная заруба какая-то? Да, да, он прям Ну, приоткрой Гончарова. занавесу, расскажи про первый бой. Ну, для зрителей, Не, может, кто-то просто не видел. напомни, да, В кто не первом в бою Фаниль контексте. в нокауте был. И причем, типа, это очень красивый был нокаут, тоже там глупо это отрицать, который Эйсей постоянно промоутировали у М. себя, когда у них Гончаров дрался. То М. есть это реально такая была визитная карточка Андрея Гончарова и, в принципе, Лиги Эйсей. Сейчас, когда Гончаров с Эйсей ушел, они его не выкладывают тоже часто, но сам Ну, это же, факт. по-моему, было как-то, ну, в конце боя, да? Вот что такое Да, же? да, Фаниль в целом вел бой, Да. но потом Андрей Гончаров типа тем и ценен, что он всегда в бою находится, Опасен, и у него короче, вот эта да? царь-пушка, да, рука правая, он с нее срубает людей, а там был как бы и хайкик, и потом еще удар с руки. Короче, очень такое обидное М. поражение, и вот, мне кажется, Фанилю важнее, чем 200 тысяч долларов как раз М. реабилитироваться. Вот если брать аналогию, следующим боем на этом турнире дрался Сарнавский против этого Клево. Бикрева. У Бикрева же тоже капец удар мощный. Он нокаутирует людей. И вот надо быть как Сарнавский, мне кажется, в бою Фаниля против Гончарова. Перевести спокойно, задушить и забрать свои денежки. И все. Вообще, для меня это было бы прям кайф. Мгм. Ждем. Кашен Аканов тоже вернулся. Красавчик. Вот, красивый нокаут, причем там на первых минутах Вот или Кушен секундах из даже. Тобета. Он, по-моему, сейчас уже, кстати, не представляет Тубет, если я не Да? ошибаюсь, да. М. Он тренируется у тренера по боксу, у кого я вас не тренировался. М. О, получается, это и твоя победа. Аманджол, салам алейкум. Мгм. Да, хорошее возвращение от Там Акана. серьезный соперник был? Нормальный. Там М. это был турнир совместный, по-моему, Брейва и Узбекской, да, узбекской какой-то какой-то лиги? лиги, да, Да. в Узбекистане был М. турнир. Вот. Потом можно про ACB Jiu-Jitsu тоже сказать. Куат Хамитов. Вот, кстати говоря, про боец года, если про Казахстан говорить, то, ну, Куат, мне В кажется, целом, да? забирает, да, М. потому что так о себе, типа, напомнить, что его Вообще, тоже да, всех... подписал? Он не подписал. Самое смешное, что он не подписался туда. А, да? Он А Там он на типа уже это провел два один один боя бой. бой, провел. и А, теперь один? ACA хотят, чтобы он вернулся. Они, ну, сначала, типа, он просил там бой. Мгм. Они, типа, думали, что давай, типа, и по гонорару, я тоже не могу раскрывать карты, но ему не супер большой гонорар там Мгм. заплатили. А вот сейчас, когда он уже победил там молодого проспекта, ACA хотят, чтобы он вернулся, чтобы подрался с ведущим и там медийным бойцом лиги ACA Алексеем Махно. Мгм. И теперь они там готовы его деньгами завалить, а сейчас Куат такой, типа, не знаю уже. Мгм. Вот. И на ACB Jiu-Jitsu, когда он вышел с ветераном UFC Рашидом Магомедовым, сейчас взорвется какая-то камера, вот. Тоже было очень круто. И то, что он там поет, раскручивает бои офигенно.
Да. Кто бы как Куат не относился, ну, реально, я вот его Ну и то, прям... что он Царукяна сейчас теперь Да, приглашает, да. вызывает, не боится. Ну, как бы не то, чтобы не боится, а вот в плане как-то критики какой-то, оппозиции, без Они кореша разницы. причем же. Да. Там вот, я говорю, если проводить аналогию, это как Курбанов пришел, всем бросил Мгм. вызовы, как И бы, ни с ну... кем не подрался. Ну да, но здесь Куат всё равно дерёт. Миша, вот сейчас будет провокационный вопрос. То есть боец года в Казахстане Не Артем Резников. не Артем Резников. Нет. Артем, вы это И, слышите? а у Артема, он знает, у него, во-первых, специальная номинация Артем Резников года. Года? Он Артем выиграл. Резников года. Не, Он Вестник, выиграл. Артем Вестников Нет, года. Артем Резников года, он выиграл в этой номинации. Артем Вестников, вы сказали? Да. Ничего себе. Короче, да, Артем красавчик, А что думаешь но по его бою с Сулумовым? Какой твой прогноз? Тоже ожидаемый бой? Я ожидаемый хочу бой. посмотреть. Ну, мне кажется, там в Лиге AC были более интересные бои для Артема. Но для нас нет более интересного боя, чем бой Артема. Почему? В смысле? Ну, А для как нас же с красавчики Вестником у ММА. тебя там всякие? Он еще входит в топ красавчиков твоих? Ты отвечай на мой вопрос. Да, конечно, ну, бой жду. Просто я и с Сулумом хорошо общаюсь, с Артемом хорошо общаюсь. Вот. И когда, Сулумов типа, прям значительно моложе, кажется, да? Или он не, просто не выглядит так значительно. молодо? Мне кажется, на пару лет моложе. Ну. М, Сулуму, мне кажется, 29, что-нибудь такое. м, Хотя могу ошибаться. Да оба, говорю, классные там ребята. И мне мгм. вот, когда там мои знакомые двое дерутся, еще к которым я хорошо отношусь, Это мне, как вот с мотиватором и с Да, Жуманом да, у Дидара. да. да, мне чуть, наверное, сложно это смотреть, но при этом вот сейчас Артем поехал в Армению, тренируется с Эдуардом Вартаняном, то есть у него прям очень Мгм. сильный лагерь. А Сулумов, он тренируется просто в очень сильной команде, он в Ахмате тренируется. Там тоже там много интересных партнеров. Короче, классный бой, А но Сулумов написал, ни Вартанян, ни там кто-то еще тебе не помогут. Ну, Грозину и Сарнавскому проиграл, да? Решение. да. Вот Грозин, Бибер сейчас будет бой Да, офигенный это тоже. вообще сегодня увидел анонс, кажется, у Да. тебя. Блин, вот это реально крутой Да бой. дофига не, вроде 26-й там обещает быть интересным. 26-й еще и Вартанян, первый год с Багов. Paramount'ом у UFC. Ну, Интересно. это наоборот, мне кажется, кстати, они чуть маленько Подсядут? поднасрут. Ну да, им уже типа важно то, что Paramount нравится, а не фанатам. А что Мгм. нравится Paramount? Ну, Всем что... нравится, чтобы Гейджи были против просмотры. Пимблет. Да это Тапурия виноват. Ну, объективно, братан, согласись? Тут виноват Тапурия. Не знаю. Если бы был бы Тапурия против Пимблета, намного интереснее. Два молодых бойца, ладно, один там с середины топа, но там болтливый и так далее. И пусть зарубится. Крепкая башка, его просто так не вырубить. Еще он англичанин. В плане англичане там с Да. стойкостью, Да. да, славятся. Вот это интересный бой. Турнир в Белом доме будет. Да, прикольно. А помните турнир в Белом доме, когда мы обсуждали, я говорил, там было бы круто, если много было титульных боев. Да, Ну, да, пока да. его еще, пока, во-первых, он не состоялся. Трамп сказал, сам Трамп сказал, хотя Трамп еще тот, этот, но просто, я думаю, Дэйна Уайт его слушать, мне кажется, больше, чем 2 будет титульных поединка. Пока еще турнир не состоялся все равно. Там же были вот, опять же, там теракты рядом. И, блин, может быть, сейчас тоже скажут, там безопасно, Может безопасно. быть, Фиг может знает. быть. Мне кажется, надо дождаться. Я вот такое событие, которое, конечно, пока не случится, я не поверю, что оно случится. То есть ты предполагаешь, что шансы велики, что не состоится? У меня такое предчувствие, но не, Дайан Уайт тоже не тот человек, который там Мгм. Будет объявлять, да. обволом будет каким-то, да. Но, говорю, просто настолько невероятное какое-то событие классное, типа для UFC, что Мгм. мне сложно в него поверить. А Ну, еще разговоры о том, что UFC все-таки приедет в Казахстан, они как-то все усиляются и усиляются. А я, кстати, в какой-то момент перестал слышать. Вот Да. был, типа, какой-то в всплеск. начале это было, да, вот Потому сейчас что, уже... типа, ну, как бы непонятно, кто что. и вот Да, какой-то да. конкретики не было ни от Но это кого. было бы лучший год, если бы UFC в следующем году приехал в Казахстан, и мы смогли бы все сходить. И да, ну, и да, то есть в любом случае да, но просто тоже, опять же, с кардом непонятно там. Если, Шавката, конечно, ставить. ну, если непонятно, опять же, Шавката, например, они, может быть, планируют как раз на какой-то свой турнир поставить в Америку. Зачем ставить в Казахстане Шавката? Согласен. Мне кажется, Шавкат Шавкат вообще для не них нужно тоже, да, выступать. Шавкат для них звезда, то есть. А сейчас, например, Асу и Морено выиграет, то и Асу зачем ставить? Ну, им типа в Казахстан. Мгм. Да, да. Тем более, я думаю, что если у нас и будет турнир, то он будет Fight Night. Не, он по-любому, он Fight точно Night. будет Не Fight бывает, Night. да, номерных Я думаю, турниров. что как бы Шавката Fight Night турнир никак не могут Нет, он поставить. может быть возглавлять этот турнир. Но просто, типа, зачем Шавкату в Казахстане дома драться? Мне кажется, Типа, не да, нужно. Он Шавкат у звезда них, там. да, он у них точно на там тоже особом положении. Но у нас много ребят, которые могли бы здесь подраться, ну, то есть сделать первый шаг свой в А вот UFC. тоже много ли? Вот хороший вопрос. Бигзат Алмахан, Алиби Идрис, Диар Нургожай,
У всех у них есть бои, кроме у Бигзата. Мгм. Кому драться, непонятно. Может, кого-то подпишут еще. Вот вопрос в том тоже, вот Кого? кого подпишут. Вот реально, кого подписать сейчас в UFC, скажите? Вот в этом году год закончился, все бои Это провели. хороший вопрос, реально. Да. Мне кажется, что многим там тем, кто следит за ММА, надо на них отвечать. Потому что вот так вот думать, кого сегодня подпишут, типа в UFC, даже вот так вот там чемпионов Найзы, например, брать. Кого из них подпишут? Так, Бразильцы у не Бигзата надо. Да, я Махана говорю, нету, бразильцы, да? китайцы, типа, Такого ну, веса нет. не только Но даже если брать Найзу, Нурбека Абдрахманова. он проиграл. После Ну и проигрыша что? вряд ли Не подпишут. подписывают, да. Поэтому как бы они... Кабардиева. Кавардиева? Когда Да, последний я раз тоже. дрался? Он дрался последний раз Ну и что, он на Oya выиграл. Warriors. Да, И да. выиграл. Ну, Выиграл. выиграл, и до этого там не дрался сколько там, 1,5 года. Нет, то есть, вот, говорю, это очень сложная такая история, и мне кажется, вот это прикольно было бы, чтобы кто-то Ну, собрал я знаю эту только информацию. бойцов Найза, может быть. Но это нормально. Ну, да. Просто даже вот там, хочется сказать, там, этого Бигжана, а Но он нет не в том уже, весе, да, да, ну, типа, веса такого веса такого. нету. То есть, если он в следующем 26-м перейдет Валерия 57, Гусарова, типа, ну, видите, прикол в том, что, да, очень сложно сейчас кого-то найти, Мгм. кого бы вот мы точно бы... Сейчас, кстати, будет... Заманбеков, между прочим, дрался против Мухаммада Макаева и проиграл. М. Ну, я шучу. Ну, Ну, типа, просто сам, знаете, ребят, сам факт, если UFC будет в Казахстане, вот даже если никого из это казахстанских точно бойцов не круто. подпишут, я просто, знаете, в этом году я первый раз была на UFC, вот присутствовала, я ездила в Баку, и вот Я тебя думая об видел, итогах кстати. года, я понимаю, что вот это одно из лучших событий, которое со мной случилось в этом году. Это непередаваемые эмоции, когда ты там находишься. Да не, конечно, это круто. Просто хочется, чтобы это, знаешь, был полный фарш. То есть, чтобы не просто UFC приехал, а реально они приехали, например, подписали кого-то, приехали Конечно. бы. А чтобы они приехали, например, и... Ну, а ты подскажи, кого. А я сам не знаю. Я пытался сам про это подумать. И хорошая девочка же есть, которая была чемпионкой октагона. Аян 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 Турсун. Турсын, она сейчас, по-моему, в ЛФА будет за драться. титул. Да, вот. Кейдж Фьюри, да? Ну, А, или или в Кейдж Кейдж Фьюри. Фьюри. Короче, но она перед этим проиграла же. У Да, нее есть в поражение. Вот октагоне. тоже непонятно, да. И по Причем сути, бой был равный, кажется. Там было такое... девочка с Кыргызстана, по-моему, да? Да. дралась? Фарида Абдуева. Мгм. Да. И я говорю, что так вот смотришь, и типа именно вот прям очевидного претендента Мгм, мгм. нету. Если бы Нурбек сейчас выиграл бы, тогда Да, да, Нурбек, да. как бы- хотя у него там от Киоса есть поражение. То есть, говорю, все равно каких-то очевидных Мгм. претендентов И вот, как будто бы нет. а я знаешь, что думаю, вот если так вот чуть-чуть перебирать, можно взять с такой большим авансом, с натяжкой, можно Хашигада Узбека взять. Он звезда в Но Японии. он не, а его не отдадут. Нет, я понимаю, что не отдадут, потому что он Он один уже из претендентов. состоявшийся, да-да, Он я к тому, один из что... претендентов, но как бы если так брать, то Хашира очень хорошо подходит на подписание Ну в да, но я UFC. про реально говорю, просто Каршига сейчас звезда в Райзене, зачем им отдавать его? Да, но просто видишь, как за титул он сейчас не дерется, вот у него 31-го опять бой. И непонятно, будет ли он драться за титул, потому что там тоже сейчас боец из Кыргызстана чемпион. М. И как бы его судьба дальше в Райзене непонятна. Ну, мне кажется, просто Райзен не захотят отдавать, он яркий ударник. Ну, и Ну, тоже он не уже знаю, какие у него звезда, конечно, да. Он контрактные уже там звезда, обязательства, да. Они не подписывают там, например, после какого-то возраста, там, после 25? Нет И- такого. Нет такого? Такого нет. Тогда Жумана. Да и Жуман и сам, мне кажется, не этот, он уже ни в UFC ни в кого не хочет. Он здесь звезда, зачем ему в UFC идти? Просто потому что, типа, он наш друг, ну, это тоже не, как бы не совсем правильная аналитика, наверное. Я говорю, какой-то не хватило в этом Яркий году Булан Тохтар. Может быть, Ну, может кстати, быть. да. в UFC. Знаешь, Ну, вы же сами говорите, что UFC сейчас уровень вот таких бойцов, он высокий. Как бы да. Ну, окей, ладно, у Еркебулан Тактар именно, да, за у счет него какая-то медийки. фан-база есть, Да, за да, счет медийки, большая, может быть. да, Да, в он целом, ладно, окей. популярный Даже здесь боец. соглашусь, наверное, что, может Ты же быть, со мной согласился. Просто представляете, да, что в Казахстане настолько все плохо, что мы говорим, что поп-ММА боец Еркебулан Тохтар претендент говорю, на... год получился такой тяжелый. Тяжелый. В целом, я думал, что Сламата могут подписать, но Сламат уже в PFL. Да. И плюс ему дали супер жесткого парня на дебют. Тоже Какой вес в финалиста. итоге? 70. 70. Нет, 66. 66? По-моему, Ну вот сейчас 66. наши звездочки подрастут, о которых мы говорили, Дулат, Газис. Мне кажется, они Ну, смотрим, да, по будем 26-му. смотреть на них. Они подают пока что большие надежды. Но надо, опять же, вот это всем делать испытания, конечно, хорошими, там, крепкими Почему иностранцами. вы Жумана вспомнили, а фамилию не вспомнили? Ну, Фаниль же Интересно. всегда говорю, что я не хочу в UFC. Да и Жуман никогда не говорил, по-моему, что он хочет в UFC, поэтому не знаю. То есть Жуман здесь звезда, и это, ну, хорошо, что пусть здесь будут там медиа какие-то ребята хорошие.
Вот хочется, чтобы, может быть, нам накидали каких-то имен проспектов, которых вы видите. Да, пишите, ребят. Просто вот сейчас Кудайбергенов проиграл нашему бывшему чемпиону, который Мгм. Дончика побеждал, Каныбек, Каныбеку, Каныбеку. да, Каныбеку, да. Каныбеку. То есть даже вот в Валашпраде я сейчас пытаюсь вспомнить, кто у них типа супер Мгм. какой-то там В 57 Кипиш. есть Санжар, который Санжар, да. помогал Да, готовиться. Санжар Адилов, хороший, Да, кстати, да, да. боец, он тоже говорит вот, кстати, Санжар Адилов, Мгм. окей. Но просто там он такой такой. момент, он тоже в 57. Ну да. 57 Все уже казахстанцы. Алиби, Да. Асу, и как бы, я не знаю, и то Алиби туда попал через став. Типа, это было очень тяжело, мне кажется, вот в 57 запрыгнуть, да. У Алибишки тоже важный бой будет в 26 году, да? Да. Оде Осборн. Да. Что Ну, а думаете? Солмабаев знает, как его выиграть. Я думаю, они пообщаются. Ну, Ну да, проблемы проходимый появятся. точно. Да. И у Дани. Вот тоже одно из важных событий для нашей лиги это то, что ребята попали через нас, наши чемпионы, очень гордимся ими. На самом деле это крутая история, что Данил вот с Алиби попали в UFC от нашей лиги. Это круто. Кстати, это, да, реально заслуга прошлого года, да, такая, Да, типа, да. что наших два бойца. Круто. Так что да, ждем молодых, каких-то активных, интересных ребят. У нас есть турниры серии Жек-Пижек. Заявляйтесь туда, деритесь, потому что если реально UFC придет в ближайшие годы, то будет искать каких-то прям проспектов, а пока очень сложно их найти, мне кажется. Хотелось Может, бы ошибаюсь. вспомнить еще вот турнир, наверное, вот Саясатов, вот с Аганом, в Каменногорске турнир проходил. Как думаете Кстати, вообще, да. кстати, давайте вспомним, коллеги, этот турнир. Вообще, как думаете вообще, Хазбеку стоило выходить на этот бой против Елямана? Не знаю, он взрослый человек вышел. А почему не стоило? Мы же не можем знать до события. Ну, в целом вообще, вот ваше Да, мнение. не знаю, все, что произошло, все стоило Ты того, имеешь в что виду то, что произошло. он, типа, был после нокаута? Да-да-да, вот про этот момент. Не знаю. А как у него нокаут там сказался? У него же рука сломалась. Ну, нет, я как бы спрашиваю, почему не А. нужно было выходить? И Типа просто из-за главный Больше можно тренер, было просто главный восстановить. тренер Азиз Разыев просто вот его мнение было, вот даже он на подкасте вот у Сулы говорил, что главный тренер говорил, что ему не стоило выходить против Елямана. Вот такое мнение. Не знаю, как бы Бывший тренер, там же точнее, другой тренерский штаб. Они изучали Саясатова, как бы. И как бы Казбек Саран взрослый человек, во-первых, во-вторых, ему за это платят деньги. Да, ему, может, какие-то кредиты надо Может, у него закрывать. деньги нужны были. Ну, и как бы и не сказать же было, что он там в чем-то в самом бою уступал. Он так, это как с Пантожи, да? Тоже руку сломал. Да, там вследствие удара, там вследствие того, что он зацепом его оттолкнул. Ну, это же ММА, тут все бывает. Мы же Даже не вот знаем. такая история же была, что вот он, получается, пошел помогать, по-моему, Асу, да? После нокаута он сразу в лагерь присоединился к Асу, и я думаю, ну, что это чуть было неправильно. Все, Сула, переодевайся. Ну да, ты какими-то нарративами Сулы говоришь, но мы, опять же, все это обсуждали, мне кажется, и в целом, ну как ты вот взрослому человеку скажешь, это неправильно? Ему 30, да, сколько, 32 ему, по-моему? 32 года, вот ты ему скажешь, типа, это неправильно, не помогай. Да что? Не, вы не подумайте, нет, я в целом говорю, то, Не-не, что как бы наоборот, я да. хочу, чтобы ты подумал. Мы тоже хотим подумать, ну, вообще надо думать почаще. Вот, и в Что надо целом делать? Цитата Всё. великих. думать, потому что нужно как бы обсуждать что-то, прикольно говорить лозунгами, но классно вот пытаться что-то разобрать. Человек взрослый говорит, я типа себя чувствую хорошо, я сдал анализы, типа, у меня все в порядке. Почему ему надо запрещать? И кто ему может запретить? Я вот этого просто тоже не понимаю. Да нет, дело не в том, что запретить, наверное, неправильно контекст вопроса поняли. В том, что, ну, может быть, Хазбеку стоило чуть-чуть, я думаю, ну, видите, то, что травму получил, это, конечно, ну, он, думаю, сам не ожидал, да, то, что травму получит, Никто, но, наверное, не ожидает. да, конечно. А в любом случае, конечно, это его выбор, тем более Хазбек тоже такие яркие поединки проводил в нашей лиге, согласитесь, да, Казбек, да. да, в целом, если говорить. Желаем Казбеку быстрее Да, и- восстановиться. И, кстати, знаете, интересна была реакция Елемана Саясатова после боя Булата. После его Мгм. победы, когда ему надели пояс, и Ильяман написал, он по-казахски сказал, но смысл такой, что я ожидал больше от чемпионского боя. И мне кажется, это тоже будет одно из интересных противостояний, если Булат Заманбеков подерется с А Саясатовым. как можно ожидать больше? Он вышел в первом раунде, нокаутировал. Что Ну, видимо, еще нужно какого-то, было? не знаю. Я, конечно, Саясатова не... Он его так еще стоя, да, как-то придушил этого слома Каримова.
Там было удушение, сабмишн, да. Ну, я не знаю, просто что можно ожидать большего. Человек вышел в первом раунде, досрочил. Что можно сделать еще лучше? На первых секундах Мне нокаутировать? кажется, как бы надо было с Исату самому выходить, да? Но у него же травма, он Не, понятно, что-то я с просто ногой. Я потому что... посмотрю, что написал. Может, и не то написал. Нет, то. Кто? Кто? Саисатов. Посмотри в посмотри, что он написал. спортскоре. Я давала это. Вот, интересно было бы тоже это противостояние посмотреть. Булат против Елемана. Мгм. Что думаешь, Миш? Ну да. А где спор? Нет, в смысле, интересно, они же и должны были подраться. Да. Изначально же Анон же был у них. Да. Наоборот, то, что вышел на замену парень, вот это, Ну, хотя меня он всегда, так... наоборот, расстраивает такое, Вы на потому что... спорткоре дали, бой за пояс не должен выглядеть так. Мгм, То есть мгм. он, мне кажется, тут подразумевал то, что... Может, он должен, типа, быть в нем. И то, что там, видимо, был декласс от Заманбекова. Он, скорее всего, Да, это да. Ну, подразумевал. может быть, да. Ну, то есть он говорит, что хочет показать другой чемпионский бой в любом случае. Это интересно. Ну, отчасти, да, мне кажется, в этом есть и вина Исайя Сатова, потому что если бы он вышел на бой, чемпионский бой так бы не выглядел, как минимум. Там они оба очень таких опытных бойца. Мне кажется, они бы там закатили классную Мгм. рубку. Поэтому это тоже, кстати, один из ожидаемых Да, боев да, следующего года. да. Ну, а вот, кстати, последний, давайте уже, наверное, Мгм. заканчивать. Против Нурбек до этого говорил, что Гусаров Валерий какой оказался прям машина. Кто может ему составить, реальную конкуренцию сейчас в этом дивизионе? Это что, у нас 61, да? Надо смотреть, мне кажется, ростер. Сейчас мне вот прям сложно без ростера М, сказать. Ну, я Ну вот, могу добавить, что давай. поединок вот Сайрана же, да, был, по-моему, в этом Мгм, карде. мгм. И, я думаю, что Сайран, мог бы тоже М. как-то навязать что-то. Ну, конечно, да, Валерий, он, конечно, поопытнее будет, но я думаю, 66 что или 61? Сайран, думаю, смог бы. Гусаров смотрим 61, 66? 61, Мгм. 61? 61. Тот же Султан Жалдашбек, если вернулся, он в свое Вот я, время к с сожалению, не Дастаном... успела с ним поговорить вообще, какие у него Ну, планы. хотя он же в Сильный Таиланде очень. жил, и Гусаров Да. живет в Таиланде, может, они кореша. М. Ильжан Алиаскар пишет, что не А он забывайте. же, по-моему, 66. Он же все перешел? Я просто видел недавно А, сторис, да? типа, не забывайте про Я меня, я тоже буду драться видела, за да. Я не титул. понимаю тоже, в каком он весе, потому что он вроде постоянно по весам... И Да, почему мы забыли про Хумаюна Тахтамурадова? А он где, помните, вы кстати, в прошлом году хотели дать ему лучший медиа-боец? Помните? А в этом году в дадим этом году что-то Курбанову. вообще ничего нету про него, не Ну, слышно. не И знаю. он не дрался же, да, ни разу? Вообще не Кажется, дрался. не дрался, да. А медиа-боец года кто? Курбанов? И вот здесь можно отдать, мне В кажется... целом, так навскидку говорить, да, он прикольно сделал. Под конец года точно прикольно прям сделал. Мне кажется, Тимур Сирков подходит. Медиа-боец? Не знаю. Нет, а мы что подразумеваем? Типа... Кто бои раскачивает? Классно, А. интересно. Просто, типа, почему можно понять недовольство моего друга, потому что он раскачивает бои, которых нет, типа, которые непонятно, случатся да, или нет. То есть он не раскачивает те бои, которые у него были, но при этом он раскачивает потенциальные свои какие-то Да. бои. Дидар про это говорит. Это я могу понять. Вот, Жакс Икс тоже прикольный. Да, Жакс? Жакс, да. да. Вот Джакс, да. я говорю, реально, он, если не боец года, да, но медиа-боец точно. Согласна, да. В целом, мне очень нравится, что у него, типа, есть именно вот эта тема JJJ, что уже какой-то есть понятный, типа, нейминг. Да. Вот это все прикольно. Образ. В шапке, типа, да, он ходит. Ну да, вот это И прикольно. вот молодые ребята тоже стараются, молодцы. Вот те месседжи, которые вы закладывали, мы закладываем, что будьте яркими, запоминающимися, они прорастать начинают, эти семена. Да, и год не закончился тоже. Вот мы просто говорим про это. Во-первых, Жалгас выступит. Да, Во-вторых, Харшига дерется. выступит Каршига. В-третьих, Жалгас выступит Шумагулов. Дастан. Нет, Дастан Нет, же не Дастан же в дерется. уже не январе дерется? уже. Не. Он... Он в этом карте не дерется. Окей. А мне Он почему-то должен казалось, был, что- короче, Да, должен был. да, Мгм. но его не поставили в карту. Вот. То есть они как минимум еще... Как минимум 2 боя для Казахстана есть еще. Да. Ну, Жалгас любимый боец Сулы, поэтому по любасику. Ты за Сулу. Кстати, я не за Сулу, но в целом, если говорить, то Жалгас, он единственный представитель, кто держит сейчас пояс из наших, да, в зарубежной лиге, если не ошибаюсь, коллеги, подправьте. Ну, в зарубежной лиге, Да, имею в да, виду, да? Артем Белах. И Артем Белах, да, еще? Кто это? Извините. Артем А вы Белах. точно эксперт? Нет, я просто Артем не знаю. Белах, но В он... какой лиге? Лига ЛФА, Ага. чемпион. Все, вспомнил. Такой, не вспомнил. Да и вот насчет Жалгаса, наверное, вот он как бы... Жалгас Наверное, вот этот легенда. год, я думаю, год Жалгаса Жумагулова. Вот, моё Вот мнение. боец года. Кстати, да, потому что он единственный представитель, да, нашей страны, кто владеет титулом в зарубежной европейской Белах. лиге Октагон. И Артем Белах.
То есть, да, кстати, Жалал Жумагулов тоже хорошо Да, подходит. молодец. Ну, вот тут, да, вот, Ну, Жалгал сейчас остался бой, вот я поэтому говорю, пока, да. мне кажется, Если он выиграет, он будет выводы, боец да, года. Просто рано тут такой делать. момент, да, вот Жалгал Жумагулов, вот, давайте представим, что он выиграл, и его можно бойцом года назвать, потому что он действительно в ММА много делает, Мгм. да, для Казахстана. Казахстан Плюс популяризует. смог тоже перезагрузить карьеру. Да. Да. И Куат Хамитов, как ты говорил. А Куат Хамитов это вот больше такой, знаешь, он не на мир, а вот больше как-то на СНГ, потому Да, что да. ACA, Мгм. Ну да, типа ACBJJ, Октагон, там при всей, на самом деле, в Европе это реально очень качественная лига. И ну, номер один, не знаю, короче, топ-3 точно лига Октагон. Там, Сейчас говорят, у них Европа. вообще стадионы огромные, да, не Ну, собирают? а Европа вообще, в принципе, тогда Мгм. КСВУ, типа АРС, Мгм. Октагон, вот это 3 лиги, которые прям очень хорошо себя чувствуют сейчас. И при этом, вот, хоть, да, вроде не самая известная лига, но там все равно и хорошая конкуренция, так что, Ну вот в если принципе, говорить следим. про наших бойцов за рубежом, нельзя забывать про Диаса Рингоипова, который Тоже красавчик, в да. Брейве провел, по-моему, 2 поединка в этом Мгм. году И выиграл тоже, выиграл. да. Причем последний поединок в Брейве для него был тяжелый. Вот Там. его можно в UFC подписать. Ну, кстати, Да, да, кстати. хороший вариант. Просто там тоже есть нюанс. Это тоже 57 килограмм. Да. И Вот. борцуха. И борец, который, допустим, Фахридинова Кстати, да, за что Фахридинова уволили? Его не уволили, не не продлили подписали как-то. Не контракт. продлили. Ну, Он же выиграл. он выиграл. Ну, и бывает, и те, кто побеждает, не подписывают. Вот, Из-за того, что борьба скучная или что? Это один из, скорее всего, факторов, хотя у него есть 2 типа ярких нокаута в UFC, но, возможно, условно, у него 7 боев в UFC, ни одного поражения. У него 6 побед, 1 ничья. Как и так он может просил быть? И, хорошие условия. возможно, типа, его менеджер сказал, типа, Да. у нас 6 Чек побед. повысить? Да, давайте нам, А. типа, вот там Потому X5, что условно, я не смотрела, знаю. у тебя, кажется, был кружочек или видео он записывал, что есть какие-то Да, я его причины. репостил. Я Да-да-да. почему тоже к этому склоняюсь, потому что как бы Ринат Фахридинов считает, что он стоит уже больше, потому что он не побежденный А в они так не UFC. считают. А UFC так не считает из-за зрелищности. Ну, и UFC, да, не любит, когда им пытаются навязывать, типа, Да, свои Ну да, условия. как с условия. Они Мокаевым, сами, да? типа, могут... Да, просто действительно, если смотреть правде в глаза, то UFC не нуждается ни в одном бойце сейчас, который у них в ростере, а все бойцы, которые в ростере, у них Мгм. нуждаются в UFC. Да, да. Ну и если говорить про ожидаемый бой 2026, мне кажется, это вот самое ожидаемое, это возвращение Шавката. Да, Неважно с безусловно. кем, неважно когда. Возвращайся, Шавкат. Да, и вот мне кажется, Да. весь Казахстан ждет, когда же наш самый топовый боец мира вернется и порадует нас победой досрочной. Ну, Не знаю. особенно, например, бой за титул. Если еще так будет, это вообще... Это типа, вообще да. будет сказка, А но... если и Шавкат, и Асу титулы заберут, представьте. Вообще. Вообще. И UFC в Казахстане будет. Вот знаете, при всем при этом мы вот сейчас говорим, да, что Асу, Шавкат, мне кажется, Шавкат намного ближе к титулу, мне кажется, чем Асу Амабаев. По той простой причине, что если он один бой выиграет, Следующий более уже вероятно, чемпионский. что он следующий подерется Но за просто, титул. опять же, там, какие простой у Шавката и как быстро берет Асу бои. То есть, Да. Если сейчас у него опять не будет после одного поединка год простоя, то да, я думаю, Шавкат. Кстати, про крутые бои, если говорить, Бигзат против Александра Тапури тоже офигенный Тоже бой, я сейчас классно вспомнил. был, Я хочу плакать, когда этот бой вспоминаю. Но он крутой. я к Он этому крутой для Тапури. Он не крутой для Казахстана оказался. Он был на бумаге вообще прям да. идеальным в Тапури плане. мы тоже в Казахстан ждем. Кто у нас там кипиш кричит? Кипиш, ну. Тапури! Я что-то вот эту тенденцию не понял, вот присоединяюсь. бойцы Лиги Октагон, Ялнаш Прайда, вот тот же самый Кипиш, все узбекские бойцы, вот эти Тайсоны, да? Мгм. Или Тапури, да, они кричат? Я не поняла. Ну, Илью это или вирусица. Александра зовет? Да всех. Это вирусица, что, ну, да, такая... прикольно. Это вирусица, и это все смотрят, поэтому Да. они и так кричат. Да, и, короче, и не то чтобы я от Бигзата ожидал большего, там такого не было, но я думаю, Ты что... просто в Тапурю никогда не веришь. Нет, я наоборот, я очень сильно верил в Бигзата, я думал, он сможет навязать свой поединок, он намного опытнее, чем Александр. Плюс колотушки. Да вот именно, что даже каких-то там, знаешь, Не, я говорю, я тоже так думал, что, типа, меня когда спрашивали, я вообще думал, был уверен, Бек- что Бигзат не то чтобы переедет, но выиграет Ну, точно. мы уже твои прогнозы знаем. Слушай, Дидара, И ставь на другого. в обратку. Да, и для меня это, наверное, больше такое, типа, разочарование года. Для меня. Вот тоже хорошая рубрика разочарования года. Да, то, что... Ну, с другой стороны, у
я хочу похвалить, наверное, да, Саята за именно матчмейкинг Бигзата, да. Во-первых, как он его подписал под Умара. У него, в Потом, принципе, 3 боя, 3 звезды. да, потом, как он с Катоной подрался. И, то есть, звезда в Канаде, победитель 2 тафов. И потом с Тапурией. То есть, если бы он выиграл Тапурию, все это, мне кажется, Да. он был бы в топе. Однозначно, в топ-15 он бы залетел. И дальше, там, следующий контракт как минимум бы он получил. То Мгм. есть, он бы... А сейчас у него получится так, что у него 2 поражения, 1 победа, и следующий бой у него будет Решающий. решающий, как у Азата. И то есть, там тоже... Ну, все равно, мне кажется, в Бигзате просто Азат дрался еще скучно. Он, Ну, с особенно Тагиром... еще последний бой не сделал вес. Нет, я же говорю, то есть Мне мы же не кажется, знаем, как ну да, последний да, бой да, да. сложится. Я к тому, что Бигзат, мне кажется, он такой человек, который может, типа, искры сделать. Может, У него да. больше шансов остаться в UFC при любом исходе. Да, и Тоже вот будем ждать в следующем году. просто я не хочу, Яростно чтобы сейчас буду. матчмейкинг, такие крутые бои ему подбирал, и в конце опять какого-нибудь топа дал, когда этот топ может там э, поставить карьеру Бигзата Мгм. в UFC там под удар. Много интересного нас ждет, но надо закругляться. Да, друзья, спасибо, что были с нами в этом году. Не забывайте про наши соцсети. У нас есть и наш YouTube-канал, на котором почти каждый понедельник мы пытаемся делать на SDI подкаст. Бывает иногда и пролетаем, но у нас турниры, ну вот всякие другие активности, так что бывает. Кроме того, у нас есть Инстаграм, где каждый день у нас какие-то свежие, интересные новости и анонсы. О следующем турнире, кстати, вы можете узнать там. Уже скоро будут выкладываться пары боев, которые подготовил наш матчмейкер. Да? Его уволили, Да. нет? Вот, еще не уволенный. Кроме того, у нас есть ТикТок, там развлекательный формат. Не забывайте, что у нас есть приложение, есть сайт. И напишите тоже итоги, наверное, года, как вам понравилась работа Лиги Найза в этом году и что ждете от нее в 2026. Всем спасибо, что Это были наш с нами. последний подкаст в этом году. Да. Всем большое спасибо, что смотрели нас на протяжении всего этого 25 года. Спасибо, что пишете нам хорошие и плохие комментарии. Мы всем благодарны. Я, кстати, вспомнил, помнишь, в прошлом году у нас был такой Дастархан здесь. Ты же проставлялся. Не проставлялся, проиграл спор. Да. Вот. А вот сегодня А просто... кто выиграл? Ты выиграл. А, Поэтому я говорю, помнишь, у нас в прошлом году Надо какой вам здесь еще Дастархан? Я не поспорить. помню. Такое не забывает. Сейчас как-то ты этот... А вот у нас сегодня Накрыл. конфеточки. Вот. Нет, сегодня вот... Вика, кто накрывал стол? Айка. Непорядок. А вы на что спорите? Ты iPhone, видимо, получила? А нам вот это, сколько осталось там? На На 1000 сдачу. тенге. Поэтому всем Миллиона. зрителям большое спасибо. Будем стараться вас радовать в следующем году еще больше. А также хотелось бы подписчики, вообще любители ММА, с наступающим Новым годом. Шутки шутками, но хочу в целом поблагодарить команду Лиги Найза. Вот Миша, Дида, Виктория, Нурбек Ага. В принципе, все, что мы делаем, это все для вас. Поэтому будьте в теме ММА, подписывайтесь и... Что еще сказать? Не знаю. А ты сказала, что- Наступающим! Вика, же вашим ничего не хейтерам сказала. что-нибудь? Я читаю все комментарии, знаете, иногда мне хочется плакать, но в большинстве своем я вижу, может быть, мой уровень экспертности не растет так быстро, как вам хотелось бы, но я стараюсь. Спасибо всем, кто пишет. Вика молодец. С наступающим, ребят! Смотрите нас, подписывайтесь на нас и будьте с нами. Следующий год будет очень интересным. Встретимся в следующем году.